Всем привет, с вами Алмаз Айтанов. В этом видео хочу показать, как преобразовать текстовые файлы форматов с координатами в формат AutoCAD TXF формат. Существует несколько способов. Для начала хочу познакомить с примером. Вот у меня пример в текстовом формате. Здесь у нас название точки, номер точки, X координата, Y координата, отметка и код. Закрываем. Открываем наш AutoCAD, переходим в меню Geo. Это наш первый способ. Меню Geo главное. Здесь у нас импорт точек. Открываем наш файл текстовой. Открываем наш текстовый файл. Здесь он автоматически распознает. Просто проверяем порядок. Номер, X, Y, отметка и код. Также здесь можем настраивать слои, название и высоту размера текста. Нажимаем ОК. Вот появилось у нас точки, код, отметка и номер точки. Все на отдельных слоях. Следующий способ у нас через Excel. Открываем в Excel наш текстовый файл. Разделяем их. Тут у нас разделитель запятая. Делим по столбцам. Запятая. Окей. Далее сцепляем наши точки. Равно координата Y, координата X и отметка. Копируем наши координаты, открываем AutoCAD, новый чертеж и сюда вставляем как точки. Рисование, точки. Вставляем наши координаты в командную строку. При этом способе у нас только точки вставляются, без каких-либо кодов, номеров и отметок. Такой способ иногда используется, и он иногда бывает очень удобным. Следующий способ это у нас через мини-программы AutoCAD или ROX. Для начала нам нужно скопировать этот файл текстовый и преобразовать его в формат CSV. Для удобства работы программы, так как с этими форматами, с CSV, программа работает более корректно. Открываем AutoCAD. Здесь нажимаем Import Data. Находим наш файл. CSV файл. Открываем. Здесь у нас выставляем галочку напротив комма. Это у нас запятая. Остальные убираем. Нажимаем Далее. Дальше у нас открываются настройки отображения слоев и высоты размера текста. Здесь можете настроить индивидуально. Так, во вкладке Height можно здесь задать точность отметок до 3 цифр после запятой. Также на вкладке Points у нас по умолчанию стоит 2D точка. Выставляем галочку напротив 3D. И все. Нажимаем Далее. Сохраняем. Точки у нас загрузились. Проверяем. Вот мои точки. Точки красные. Код, отметка и номер точки. Все на отдельных слоях. Вот если мы выберем наши точки, здесь в свойствах отметка Z у нас есть. Мы там выставляли напротив точек 3D. Вот на что она влияет. Следующая программа ROX тоже аналогичная. Также открываем, загружаем наш CSV файл, экспортируем. Тут тоже есть настройки, можете покопаться. Экспортируем. Открываем наш файл, проверяем.
Так, у нас точка есть, номер точки есть, отметка есть, только не хватает нам кода. Код он здесь не считает. Для корректного отображения кода нам нужно CSV файл еще преобразовать в PRN. Для этого открываем наш CSV, выбираем столбцы X и Y, выставляем ширину на 16, выбираем столбец с кодами, выбираем ширину на 32. Далее выбираем все столбцы, выравниваем по левому краю, выбираем столбцы с координатами X, Y и Z и подправляем округление. 3 цифры после запятой. Далее сохраняем как PRN файл. Форматированный текст, разделитель, пробел. Сохранить. После этого обязательно закрываем. Если не закроете, файл не будет работать. Дальше открываем ROX, загружаем наш PRN, экспортируем. Все, наш файл экспортировался. Дальше проверим. Вот здесь вот появился у нас код точки. Код, отметка, номер и точка. Следующий, четвертый способ, это у нас использование онлайн-сервисов. Сайт называется dxf-workshop.com. Название оставлю в описании со ссылкой. Здесь переходим на вкладку «Конвертеры». Получить DXF файл с координатами объектов из текстового файла. Дальше здесь выбираем наш TXT файл или же CSV файл. Так, давайте откроем текстовый файл. Дальше здесь выставляем порядок наш. Номер, X, Y, Z, код. Разделитель на автоматически можно поставить. Дальше нажимаем «Конвертировать». Загружается сразу DXF файл. Если мы откроем DXF файл, то наши точки здесь загрузились. Также точки, номер точки, код и отметка. Для правильной работоспособности программ ROX и ACAD-Load рекомендуется выставить региональные настройки следующим образом. Открываем панель управления. Здесь переходим изменение форматов даты, времени и чисел. Далее дополнительные параметры. Здесь вот в первой строке разделитель целой и дробной части. Ставим точку. Дальше количество дробных знаков выставляем на 3. И разделитель элементов списка здесь ставим запятая. Применить. Окей. Все, на этом все. Вот так существует 4 способа преобразования текстового файла в формат AutoCAD DXF. Ставьте лайки, комментируйте. До свидания.